После того, как вы создали бизнес-менеджер, вы заходите на главную страницу Facebook вашего, нажимаете ADS менеджер, и вы сразу попадаете на раздел, который называется ADS менеджер. У вас может открываться либо вот так, либо вот так. У вас открывается вот такой вот аккаунт на ваше личное имя, фамилию. Вам нужно будет нажать на треугольник и перейти на другой аккаунт, который вы создали. Вот в прошлый раз я создала аккаунт доллар, вот мы на него и переходим. Либо у меня вот есть другие аккаунты, я перехожу на один из них. Если вы все нормально сделали, все прикрепили, у вас здесь не будет вот такого, у вас там просто будет написано нет результатов и все. Ну, то есть будет пустой аккаунт. Дальше я объясняю, что вам нужно сделать. Если вдруг вам нужно будет перейти в настройки компании, всегда переходите вот здесь. ADS менеджер состоит из вкладок компании, группы объявлений, объявлений. Компании здесь мы устанавливаем цель. Если вы хотите подписчиков, если вы хотите там переводить на сайт, если вы хотите переводить на Instagram аккаунт, либо на WhatsApp, то есть цель мы будем выбирать здесь. В группах объявлений мы указываем местоположение, где мы будем таргетироваться, пол, возраст, интересы. Распределение именно по аудитории вашей, оно будет производиться здесь. И бюджет, кстати, тоже устанавливается здесь. Если вы устанавливаете, например, женщина от 20 до 35 лет, это одна аудитория, вторая аудитория у вас женщина от 35 до 45 лет, и каждая из этой аудитории будет устанавливаться свой бюджет. Там $1, там $1 и так далее. Внутри этих групп объявлений у вас будут объявления. Объявления у вас могут, в принципе, быть любого формата. Видео и разные фотографии, ссылки то на WhatsApp, то на сайт, то на Instagram. Готовый пост, который вы сделали на Instagram, вы его можете тоже захватить. Делать рекламу именно с ADS менеджера намного выгоднее, чем запускать рекламу с вашего Instagram на телефоне. Да? Там есть кнопка «Продвигать», вы ею тоже можете пользоваться. Там такой легкий таргетинг. Но здесь вы можете сэкономить, что на $1 вы можете запустить 10-20 своих постов в рекламу. Нажимаем кнопку «Создать». Дальше у нас выходят вот такие виды целей: узнаваемость, трафик, вовлеченность, лиды, продвижение приложения и продажи. Что такое узнаваемость? Узнаваемость – это когда вы хотите, чтобы вас видело как можно больше людей. Сюда вложили цели. Это охват, прирост узнаваемости бренда, просмотр видео, узнаваемость адреса точки. Как дополнительный вид рекламы его можно использовать. По сравнению с трафиком, здесь будет вас видеть в 10-20 раз больше людей, но, возможно, они будут вообще не ваша целевая аудитория, поэтому имейте это в виду. Трафик. В трафик входят клики по ссылкам, просмотр целевой страницы, мессенджер, WhatsApp, вызовы. Если вы хотите какую-то ссылку на сайт, либо на Instagram аккаунт, вы можете пользоваться трафиком. Вовлеченность – это если вы хотите подписчиков, если вы хотите, чтобы у вас были комментарии, если вы хотите, чтобы вас лайкали, сохраняли, репостили. В принципе, вовлеченность – хороший вариант. Лиды, у вас нету сайта, но вы хотите получать от людей заявки. Телефон, контакты какие-то, электронную почту. Тогда вам можно запускать вот лиды. И часто лиды используют еще для услуг, да, больше, чем для товарного бизнеса. В лидах открывается моментальная форма, которую вы создаете тоже сами внутри Facebook. Это такой мини-сайтик, который вы заполняете. Люди отправляют вам на него заявки. Если вы продвигаете какое-то приложение, вы можете пользоваться вот целью продвижения приложения. Продажи – это для тех людей, у которых есть сайт, на который у вас есть доступ, куда вы можете установить Facebook Pixel код и таргетироваться на людей, отправляя их на сайт и видеть в Фейсбуке, кто куда зашел, куда кликнул и какие там заявки оставлены, сколько заявок оставлено и прочие данные. Думаю, с этим все понятно. Далее мы нажимаем здесь, пишем трафик, тест. Больше здесь ничего заполнять пока не нужно, нажимаем продолжить. У нас открывается окно. Вот эта часть – это меняющаяся часть, которую вы будете заполнять. Вот эта часть будет у вас информационная. Здесь будет показываться, как будет выглядеть ваша реклама в реалии. Здесь вы можете переключаться между группой, объявлением и компанией. В разделе компании ничего менять не нужно. Переходим в раздел «Новая группа объявлений». В группе объявлений, как заполнять каждую часть, я расскажу позже в разделе «Трафик».
Сейчас я просто хочу рассказать, из чего вот состоит наш ATS менеджер, когда мы заполняем нашу рекламу. Вот эта часть мы вот так двигаем колесиком и заполняем ее. Бюджет устанавливается именно в группах объявлений. Видите, вот здесь. Мы вот так прокручиваем. Здесь, когда каждый раздел мы меняем, у нас здесь меняется аудитория, меняется вот здесь размер аудитории, также меняются у нас охваты, клики, то есть вы всегда отслеживаете, насколько здесь поменялось и устраивает ли вас эти данные. В объявлении, когда вы все здесь будете менять, у вас здесь будет появляться ваше видео, либо фото. Когда мы завершаем заполнение всех вот этих разделов, мы всегда нажимаем «Закрыть». Переходим на вот эту главную страницу. Вот у нас появилось объявление. Для того, чтобы удалить объявление, вы можете просто вот здесь сбросить черновики, и все ваши неопубликованные объявления, они удалятся. Либо вы можете вот так выбрать, и вот здесь у нас есть «Больше» и «Удалить». Либо, если вы хотите отредактировать, то есть вы поняли, что вы что-то не так сделали, вы нажимаете «Редактировать» и заходите внутрь, в эту нашу компанию, где мы можем производить какие-то действия. Если вам нужно просто посмотреть, сколько у вас там внутри сохранилось всего, просто проваливаетесь. Когда проваливаетесь в компаниях, вы попадаете в группу объявлений. Когда проваливаетесь в группу объявлений, вы попадаете в объявление. В объявлении здесь может быть сколько угодно. И группа объявлений тоже может быть сколько угодно. Если вы хотите скопировать его, да, вы можете просто нажать либо создать дубликат, либо вот здесь дублировать, и у вас скопируется вот это вот объявление ваше, которое вы сделали. Нажимаете «Дублировать», вот оно появилось. Вы здесь можете переключаться между каждым из них. Закрываем и смотрим. Вот тест и копия тест. Ну, для того, чтобы удалить, мы просто делаем «Удалить». Все данные вы можете смотреть, именно установить максимум. Когда вы будете смотреть здесь свои данные, то есть сколько вы потратили, какие у вас там охват, показы, сколько стоит цена за результаты и прочие данные, вы всегда ставьте максимум, чтобы посмотреть определенный период, ну, весь период, который у вас крутилась реклама. Если вы все проверили, вы уверены в своем объявлении, и вы хотите отправить его на проверку, на модерацию, вы нажимаете «Проверка и публикация». У вас открывается окно, где будет Facebook проверять на наличие ошибок. Если все отлично, он отправляет дальше на модерацию. Вы нажимаете «Отправить». У меня сейчас просто это все не покажет, потому что здесь не прикреплена карточка. Если вам эти объявления не нужны, то есть вы сделали какой-то тестовый вариант, вы нажимаете «Сбросить черновики», и все это у нас исчезает. Сейчас покажу на реальном аккаунте, то есть на заполненном уже аккаунте, как это все выглядит. Вот обычно у меня идет вот так, да, то есть цель и компания, цель и компания, цель и компания. Дальше у меня идут какие-то данные, результаты, охваты, вот результаты, охваты, показы, цена за результат, сколько мы потратили всего и прочие вот такие данные, они здесь будут у вас отражаться. Все, спасибо за внимание.